Он нашел информацию хорошую, и, в принципе, надо туда из этой информации дополнение к нашему проекту сделать. Так что давайте прямо. 3 минуты. Потому что Юрий Алексеевич меня предупредил, что надо будет что-то сказать, поэтому я не взял выписки. Речь идет о вырубке липы. Около коммерческой вырубки, не санитарной, а коммерческой вырубки липы, около стационарных пасек. Раньше был приказ 1985 года, в нем такой запрет по минсельхозу был. Сейчас этот приказ устарел, он не работает и так далее. Теперь это все решает уровень субъектов Российской Федерации. Вот, и мы, раз есть возможность внести свои предложения в закон о пчеловодстве, если уж этому закону быть, хотя ветеринарное правило очень много отвечает, и закон просто открывает вопрос субсидирования бизнеса, так скажем, или каких-то идей, что ли. Поэтому статья 13 в этом проекте, она говорит как раз об этом. Называется статья «Организация охраны, запятая, рациональное использование медоносных пчел и источников медосбора». И здесь первым пунктом организация охраны, рациональное использование медоносных пчел и источников медосбора осуществляется собственниками пасек, запятая и так далее. Вот, на первом месте мы с вами делаем что-то возможно, да? Поэтому в этом пункте я предложил ставить, в этой статье ставить эту статью из. В башкирском законе, кстати, это есть. Единственное, что мы должны понимать, что это распространяется только на муниципальные леса. На федеральные леса это распространяться не будет или не будет. Да, потому что это все-таки наш местный закон, а все леса у нас в основном в Удмуртии принадлежат не Удмуртии. То есть, видите, что получается, я уже не местная, что ли? Леса в Российской Федерации принадлежат России. Да, к сожалению, так. Вот, поэтому было бы здорово, но поэтому все равно не нужно отказываться от этого. Нужно постараться эту статью внести. Она простая, запрет вырубки, коммерческое вырубание липы около стационарной пасеки. Вот, стационарная пасека, естественно, должна быть обеспечена ветеринарным паспортом, она должна быть законная. И может быть мы еще с Гелием Васильевичем, когда у нас есть такой план сходить к председателю комиссии, которая в Госсовете будет отвечать за принятие этого закона, и поговорить, возможно ли это вообще провести. Может быть, какие-то будут моменты, что пасека не менее 100 семей или 50 семей, или, допустим, совокупности по какой-то территории. Очень тяжело говорить, когда вы болтаете. Вот, придется перекрикивать, и вы быстро, громче говорите. Вот, поэтому вот есть такой план внесения этого пункта. У меня все. По всем пунктам я говорить не буду. Закон, как Гелий Васильевич сказал, он кардинально отличается от того проекта, который предложили в Госсовете, который сейчас есть. Он на самом деле очень неудачный, на мой взгляд, мягко говоря. Этот вариант намного лучше, хотя он в какой-то степени дублирует ветеринарное правило. Но он все равно рано или поздно он должен появиться. С нашим участием или без нашего участия появится во всех субъектах Российской Федерации закон о пчеловодстве. Поэтому лучше в этом поучаствовать и чтобы он все-таки были учтены наши интересы. Александр Иванович, о опыте Приморского края. В Приморском крае следующее. Они там первые начали эту бучу поднимать вообще, потому что там же в Приморском крае, в отличие от нас, очень много видов липы вообще, которая внесена чуть ли не в Красную книгу некоторые. Там очень много растений, которые... Вот, и они решили запретить это дело рубить, даже как ему, да? Но, причем в этом был заинтересован губернатор ихний, и он был за то, чтобы такой закон был принят, но когда его отправили на согласование в Федерацию, решать на своем уровне, со своими лесами, и вот и сейчас этот проект проходит согласование в Федерации. Он еще не согласован, хотя в этом участие принимает губернатор, и, то есть сам регион заинтересован
для того, чтобы они эту липу не... то есть там-то не только липа входит, там еще другие растения, чтобы они не подпадали под коммерческую вырубку. На чем они сейчас остановились? Они фиксируют зоны покоя, так называемые. То есть они их не то, что как бы все стационарные пасеки вокруг них 3 километра, они выбирают и утверждают зоны покоя, где рубить нельзя. Но у них другая ситуация. Там Приморье, ценные породы древесины, фауна там и так далее, ну типа таких заповедников они делают, они идут по этому пути. Но тем не менее, вот у меня проблема какая, я живу, и пасека у меня в Увинском районе, вернее, на границе Завьяловского и Увинского района. И у меня, вокруг меня часть лесов в аренде у Вадрев. У Вадрев с лесами поступают очень просто. У них сейчас они купили комплексы такие, машина подходит, вот так берет, так, делает, то вот так, раз и нету дерева. Очень быстро. Они у меня скосили последний раз примерно гектар 300 за 2 недели. То есть, и все вывезли. Делают обратную посадку елки. Вот. Поэтому я с ней поговорил, говорю, вот как бы липу оставить? Говорит, да мы, говорит, вообще не против. У них по договору, который у них есть, они обязаны вырубать все деревья до 8 сантиметров в диаметре. Это их договор. Договор, естественно, наше Министерство лесного хозяйства, он по нормам Российской Федерации заключен. Вот, нужно основание для того, чтобы им написать письмо, и они убрали эту липу, потому что липа им в принципе в ДСП не нужна. Мягкая порода, им нужны ива, береза, ну плотные породы древесина. Елка. Елка, сосна. Елка, сосна, но сосна там нету. Поэтому я вижу, что там происходит в лесах. Вот, липу косят, ну как и другие деревья. Ну, у нас Косят очень мощно. Спасибо.